Что касается дня рождения и его празднования, во-первых, этот праздник не является шариатским. Это праздник урфи, или относящийся к обычаям. И мы его рассматриваем не со стороны шариата, а со стороны урфа, обычая. Со стороны урфа ты можешь праздновать любой угодный тебе праздник. Например, день получения диплома, день рождения, день свадьбы. В этом нет никаких проблем, так как это не шариатский праздник. Это день, в котором было какое-то благо для тебя, и ты празднуешь это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, праздновал свой день рождения, постясь в понедельник, не так ли? Пророк, алейхиссаляту вассалям, праздновал свой день рождения не раз в году, а каждую неделю. Когда его спросили о посте в понедельник, он ответил: «День, в который я родился». Он не говорил, что это шариатский праздник. Это праздник урфи, относящийся к обычаю. Всевышний Аллах даровал тебе какое-то благо, и ты решил отметить и праздновать этот день. Таким образом, повторимся, что это не шариатский праздник, он относится к обычаям. Это же относится и к празднику Дня Матери. Люди решили отметить определенный день, чтобы высказывать в этот день определенное внимание и почтение матерям. Так как часто дети живут далеко от матерей, повседневная жизнь занимает их целый год, и они не могут благодарить своих матерей за их доброту и любовь каждый день. Поэтому люди выбрали определенный день, в котором они вспоминают о матери, собираются, дарят ей подарок, то есть вселяют радость в ее душу. Подобное действие относится к любви и набожности. По сути, мы обязаны праздновать День наших матерей каждый день, но современная жизнь и занятость людей не позволяет этого. Поэтому они выбрали определенный день в году. Также и праздник Дня рождения. Никто не говорил, что день моего рождения обязательно должен быть отпразднован. И тот, кто его праздновал, будет одет в корону достоинства в судный день. Никто не говорил подобного. Чтобы сказать подобное, нужно откровение. И никто не говорил: тот, кто не будет праздновать День Матери, грешник и лицемер. Мы не прочтем молитву по нему, и его не похоронят рядом с мусульманами. Никто не говорил подобного, потому что это относится к урфу, обычаю. Так же, как и праздник революции или праздник мучеников, День освобождения Синая, египетские праздники. Все это праздники урфа, в этом нет ничего плохого. Не делайте из этого большой проблемы. Невежественные люди делают из этого большой вопрос. Не следуй невеждам, учись правильному следованию благородному шариату со знанием и без крайностей. В нашей религии нет крайностей. Нашей религии присущ ильм, знание, кияс, доводы из Корана и Сунны, любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, прощение и доброта к людям, скромность, любовь по отношению к другим. Наша религия включает в себя эти прекрасные понятия.